У нас годами целенаправленно крадут бесплатную медицину. Эльвира Пинчук одной рукой забирает объемы финансирования из госбольниц, а второй – сверхприбыли из клиник своих отца и мужа. Единственное, что помешало Бричалову вывести все накопленные оптимизированные миллиарды – это подозрение федерального Минздрава. И вообще неудивительно, почему мы худшие в стране по выявлению рака на ранних стадиях. Его просто некому выявлять, ведь то состояние, в котором находится удмуртское здравоохранение, сейчас лучше всего описывается словом «коллапс». Привет, это Иван Елисеев. Завершается второй год пандемии, и тема здоровья еще надолго останется одной из самых важных в общественной повестке. В социальных сетях и реальной жизни мы постоянно говорим о ковиде, его симптомах, его жертвах и ограничениях. И как будто бы на второй план ушла тема здравоохранения в целом. И очень зря. Ведь то состояние, в котором находится удмуртское здравоохранение, сейчас лучше всего описывается словом «коллапс». С конца июня в республике не оказывают плановую медицинскую помощь. Это объясняют пандемией, но несмотря на полную мобилизацию всей системы здравоохранения под борьбу с вирусом, Удмуртия не покидает списки отстающих и по ковиду. Удмуртия на последнем месте в России по выявлению онкологических заболеваний. 4 из 10 пациентов узнают страшный диагноз тогда, когда их уже невозможно спасти. У нас самый большой в Поволжье прирост по туберкулезу, одна из самых больших заболеваемостей острыми кишечными инфекциями. И таких цифр множество. За последнее время Удмуртия стала одним из самых проблемных регионов страны по здравоохранению, наряду с вечным аутсайдером Еврейской автономной областью. Бричалов с командой регулярно получают за это подзатыльники из Москвы и рапортуют: «Все исправим, ваше благородие, просто регион проблемный». В этом расследовании мы собрали факты, которые доказывают, что коллапс удмуртского здравоохранения не просто недоработка, а результат планомерной и системной политики Александра Бричалова, Эльвиры Пинчук и других желающих обогатиться на нашем здоровье. Представьте себе, вы приходите в банк и кладете на счет деньги, чтобы через некоторое время получить их с процентами. Через год вы возвращаетесь в банк, чтобы забрать ваш накопленный капитал, а вам говорят: извините, вы ничего не получите, мы ваши деньги оптимизировали. Что вы скажете про такой банк? Что они мошенники, и деньги они не оптимизировали, а просто украли. Со здравоохранением точно такая же история. 5% с каждой нашей зарплаты попадает в фонд обязательного медицинского страхования. Деньги стекаются в общий федеральный котел и затем распределяются по территориальным фондам, которые раздают объемы финансирования разным больницам. И на эти деньги мы с вами должны получать качественную медицинскую помощь. Заметьте, я не говорю бесплатную, она не бесплатная, мы уже за нее заплатили. Но вместо помощи мы часто не получаем ничего. Нет ни врачей, которые должны нас лечить, ни клиник, ни возможности провести операцию, ничего. Где же это все? Говорят, что оптимизировали, а на самом деле просто украли. Удмуртский фонд обязательного медицинского страхования на 2021 год – это 23,5 миллиарда рублей. Это огромные деньги, почти 2 годовых бюджета всего Ижевска. Можно не экономить и оптимизировать, а увеличивать количество врачей, платить им больше денег, закупать современное оборудование. Но за время, пока Бричалов сидит в кресле главы, количество ставок медработников по республике сократилось с 59 тысяч до 50. Причем это цифра на декабрь 2020 ковидного года. То есть пока мы с вами стояли в очередях и не могли попасть на прием к терапевту, республиканское руководство продолжало сокращать ставки и увольнять врачей. А когда мы неделями ждали тестов на ковид, Бричалов только за 2020 год умудрился сократить больше 400 ставок сотрудников лабораторий госбольниц. И сокращают не только ставки, сокращается все. Вы, например, знали, что сейчас в Удмуртии осталась только одна полноценно действующая государственная хирургия в РКБ номер 1. В 2018-м деньги перестали выделяться на районные больницы. В 2019-м по этой же причине закрылась хирургия во 2-й ГКБ. В 2020-м якобы из-за ковида она была ликвидирована в 6-й городской, а в этом году на 9-ю ГКБ перестали выделять объемы финансирования. Сокращение просто ковровое. В 2021-м детская РКБ получила на 38 миллионов меньше, чем в 2020-м. Республиканский кардиологический центр на 83 миллиона, а
офтальмологическая больница на 33. Количество госпитализаций пациентов по республике снижено на 15 тысяч. На 17% сокращено количество коек в детских стационарах. На 53 коек для беременных и рожениц. На 65 коек для гинекологических больных. А в целом на всю медицину по ОМС в Удмуртии в 2021 году было заложено на 300 миллионов рублей меньше, чем в 2020. И это не просто цифры, это в буквальном смысле жизни наших земляков. Пример. В 2021 году онкологический диспансер получил на 23 миллиона рублей меньше, чем в 2020. Дефицит онкологов в республике 53%, то есть к ним невероятно сложно попасть. И вообще неудивительно, почему мы худшие в стране по выявлению рака на ранних стадиях. Его просто некому выявлять. Пока ты дойдешь до этого онколога, твоя вторая стадия уже перейдет в третью. Все соптимизировали. Так куда же идут эти сэкономленные, в кавычках, средства? Ведь Федеральный фонд обязательного медицинского страхования продолжает направлять деньги в республиканский фонд. Есть такая специальная кубышка, называется нормированный страховой запас фонда ОМС по Удмуртии. Он уже составлял почти 3,5 миллиарда рублей, когда в него упали в том числе 100 миллионов, сэкономленные на ликвидированной хирургии в 6 ГКБ. И важно, это живые деньги на счетах фонда, а не недвижка или другие трудноосваиваемые активы. Ну вот, казалось бы, огромные свободные деньги. Развивайте медицину, поднимайте зарплаты врачам, а не только главврачам. Стройте фельдшерско-акушерские пункты, проводите ремонты в больницах. Поставьте, наконец, второй аппарат МРТ в Сарапул, как обещали. Но нет, деньги из этой кубышки не тратились. Источники сообщают, что Бричалов планировал освоить их в рамках инвестиционных проектов с компанией Мединвест Групп. Сообщается, что предыдущий глава фонда ОМС по Удмуртии Митрошин выступил против такого освоения, за что и был уволен. Мединвест Групп — это якобы инвестиционная компания. На самом деле она используется в разных регионах России для того, чтобы выводить и легализовывать госденьги на медицину. У нас эта конторка уже получила больше 6 миллионов рублей из фонда ОМС за услуги Центра ядерной медицины. Но чудо в том, что когда выделялись деньги, он еще не был построен. В итоге единственное, что помешало Бричалову вывести все накопленные оптимизированные миллиарды, это подозрение федерального Минздрава в искусственном занижении тарифов на медпомощь. Поэтому деньги нормированного запаса продолжают лежать и ждать удобного случая для новых коррупционных схем. Но ставки врачей, отделения и целые больницы, которые должны были нас с вами лечить, уже украдены у нас с вами. Поэтому забываем слово оптимизация. Всегда, когда вы его слышите, знайте, что это просто воровство нашего с вами здоровья. А теперь давайте посмотрим, кто на нем зарабатывает. Вице-премьер по здравоохранению Эльвира Пинчук – женщина яркая. Вот она инспектирует Завьяловскую районную больницу в жакете бренда Эскада за 72 тысячи рублей. Это суммарная месячная зарплата квалифицированных невролога, анестезиолога, реаниматолога и эндокринолога в этой больнице. Еще 3000 и в эту сумму можно будет вписать акушерку. Эльвира Пинчук может позволить себе брендированные вещи от Manolo Blahnik, Prada и Louis Vuitton. Не только благодаря зарплате вице-премьера. Много лет она возглавляла сеть клиник Доктор Плюс и была одним из главных бенефициаров республиканского фонда ОМС. В 2019 году клиники получили 18 миллионов рублей оттуда, в 2020 – 25, на 7 миллионов больше в тот год, когда республиканский кардиологический центр получил на 50 миллионов меньше. В 2020 Пинчук стала советником главы, но и до этого она плотно контактировала с республиканскими чиновниками, что позволяло ей добиваться не только денег, но и дополнительных преференций. Например, клиника Доктор Плюс Петровский получила объемы государственного финансирования на высокотехнологичную медицинскую помощь, на которую в тот момент даже не имела лицензии. А в 2019-м Бричалов задним числом оформил указ, где разрешил продлить срок включения клиник в программу ОМС на следующий год. И этим указом, естественно, воспользовалась одна из клиник Пинчук. Кстати, еще один способ сэкономить на нашем с вами здоровье – это повышающие и понижающие коэффициенты. То есть за одну и ту же услугу разные больницы получают разные суммы денег из фонда обязательного медицинского страхования. Кто надо, например, так называемая партлечебница, бывшая вторая РКБ, к которой прикреплены москвичи из республиканского руководства, получает по повышающему коэффициенту. И вот в 2020 году оплату по повышенному коэффициенту 1,15 получили клиники Эльвиры Пинчук, тогда как госбольницы
больницы получали за такие же услуги оплату по пониженному коэффициенту 0,95. Как сообщают источники, Эльвира Пинчук в качестве главы Доктор Плюс проходила по целому ряду доследственных проверок по фактам взяточничества лицензионным органам и подделки лицензионных документов. Но год назад она оказалась не под следствием, а на посту вице-премьера, курирующего здравоохранение. Бричалову никогда не отказывал его вкус на кадры с безупречной репутацией. Став вице-премьером, Пинчук переписала сеть клиник Доктор Плюс на своего отца. Теперь именно он формально ими владеет. А еще на следующий день после ее назначения на государственную должность Минздрав выдал лицензию компании Доктор Плюс Мини, зарегистрированную на супруга Эльвиры Пинчук. И сейчас, когда в удмуртском здравоохранении экономят буквально на всем, клиники Доктор Плюс продолжают получать все больше наших с вами денег. В этом году на 6% сократили стационарную помощь, на 4% дневной стационар. Это почти 4000 жителей республики, которые останутся без необходимой госпитализации. Зато клиники Пинчук получили 2 миллиона рублей на услуги МРТ. Это почти столько же, сколько выделено на МРТ всех детей Удмуртии в Республиканской детской клинической больнице. В результате выручка Доктор Плюс бьет рекорды. И дело тут не только в прямых выплатах из фонда. Государство сокращает расходы на медицину, но люди-то болеть не перестают, им надо куда-то идти за медпомощью. А куда остается, если к государственным врачам невозможно попасть? В частные клиники. В том числе Доктор Плюс с одной из самых развитых сетей. Это настолько неприкрытая манипуляция, что даже на горячей линии Минздрава республики вообще не стесняются рекомендовать сеть, связанную с вице-премьером. Ведь тест на ковид в госбольнице делается 3 дня, зато в Доктор Плюс 1 день. Эльвира Пинчук одной рукой забирает объемы финансирования из госбольниц, а второй сверхприбыли из клиник своих отца и мужа. Забавно, что Эльвира Пинчук после этого рассказывает журналистам про то, какой большой аудит нужен республиканской медицине. Только вот Пинчук под аудитом подразумевает очередное сокращение неэффективной, по ее мнению, государственной медицинской помощи. Она вообще большая сторонница частно-государственного партнерства в здравоохранении. Только вот если проводить по-настоящему честный аудит, то он должен начаться с вопросов к самой Эльвире Пинчук. А именно, почему ваша компания кормится с медицинских денег, которые вы же и курируете, и почему она получает дополнительных клиентов от решений, которые вы принимаете? Мы считаем, что на какие бы ухищрения ни шло республиканское руководство по документам, выплаты и рыночные преимущества, которые получает Доктор Плюс при вице-премьере Пинчук, это самый настоящий конфликт интересов. Мы направляем жалобу в прокуратуру и считаем, что Эльвира Пинчук должна как минимум покинуть свой пост. В июне этого года на аппаратном совещании правительства Удмуртии о ситуации в здравоохранении республики докладывала депутат Госсовета от «Единой России» Надежда Михайлова. Не вице-премьер по медицине Пинчук, не тогдашний министр здравоохранения Щербак, а один из депутатов. Михайлова называют серым кардиналом удмуртского здравоохранения и сообщается, что сам Бричалов ходит к ней за советами. Хотя репутация у Михайловой, прямо скажем, сомнительная. Она была важной частью так называемого Шадринского клана. Сергей Шадрин был директором фонда ОМС с 2003 по 2017 год. Его деятельность на посту заинтересовала Следственный комитет по республике. Было возбуждено уголовное дело по фактам хищений при поставках медицинского оборудования в больнице Удмуртии. Нужными людьми выигрывались закупки на поставку одного оборудования, а поставлялось и монтировалось другое, более дешевое. Разница в ценах оседала в карманах поставщиков и главврачей больниц. Надежда Михайлова до 2017 года была главврачом в первой РКБ, а по совместительству супругой двоюродного брата Сергея Шадрина. В 2017, когда пришел Бричалов, Михайлова быстро перебралась в Госсовет. При этом она не только заблокировала возможность аудита в первой РКБ, но и, как сообщают источники, первые недели после ухода из больницы вместе с командой активно уничтожала и переписывала задним числом документы, прежде всего финансовые. И в общем-то это все, что нужно знать про обновление, которое якобы принес в республику Александр Бричалов. Местные кланы, которые по идее должен был разрушить варяг Бричалов, продолжают наживаться на фонде обязательного медицинского страхования.
страхования. Настолько, что даже главврачом сети Доктор Плюс Эльвиры Пинчук какое-то время был Михаил Шадрин, сын того самого Сергея Шадрина. В мае этого года, когда ижевскую травматологию с Краева переносили в 6-ю РКБ, Эльвира Пинчук очень смешно рассказывала, что это не про освоение очередных 70 миллионов, а про доступность медицины. Ну да, всем же будет удобно от перемещения травмпункта из центра города на автозавод. Но она забыла упомянуть, что рядом расположена ее же платная травматология, а на территории больницы установлен аппарат МРТ, который принадлежит все тому же Сергею Шадрину. Впрочем, не думайте, что на нашем с вами здоровье наживаются только шадринские. Удмуртское здравоохранение – это настоящий золотой теленок, которого в последние годы не доил только ленивый. На фельдшерско-акушерских пунктах в селах успела навариться компания ТПО ЖКХ УР, о которой мы подробно рассказывали в нашем недавнем расследовании. Они по нескольку раз продавали Минздраву одни и те же типовые проекты ФАПов. А близкая к главе республиканского Роспотребнадзора Натальи Матюшиной компания Медлаб продолжает получать сверхприбыли на ковидном тестировании. Они получили лицензию Матюшинского Роспотребнадзора на тестирование раньше государственных лабораторий и теперь выручают по 1-2 миллиона рублей ежедневно. Все эти факты об одном. Коллапс удмуртского здравоохранения рукотворный. У нас годами целенаправленно крадут бесплатную медицину, врачей и целые направления здравоохранения. А те деньги, которые должны работать на нас с вами, оседают в карманах предприимчивых и очень близких руководству республики людей. Мы требуем федеральной проверки действий Бричалова, Пинчук и Михайловой и требуем прекратить систематическое растаскивание фонда обязательного медицинского страхования по одним и тем же карманам. Пока от нашего здравоохранения осталось хоть что-то. Друзья, помогите нам распространить это видео. Вышлите его друзьям, знакомым, разместите его на своей странице в соцсети, отправьте ссылку на него в домовой чат. Широкая общественная огласка фактов, о которых мы рассказали, наш с вами шанс остановить беспредел в республиканской медицине. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Меня зовут Иван Елисеев, я лидер общественного движения «Удмуртия против коррупции». Это расследование стало возможным потому, что вы поддерживаете нас на платформе Patreon. Переходите по ссылке в описании и становитесь нашим патроном в один клик. Даже 100 рублей станут важным вкладом в наше общее дело – борьбу с жуликами во власти. Также в описании есть банковский счет и другие способы поддержать нас. Мы продолжаем работать, несмотря на огромное давление властей, которое испытываем каждый день. И продолжим это делать, потому что знаем, что вы с нами.